Мы продолжаем программу «7 дней». К другим темам. Жителям Татарстана осталось меньше месяца, чтобы заплатить налоги за 2023 год. Всего в казну должно быть перечислено более 9 миллиардов рублей. И почти половину из этой суммы жители Татарстана уже оплатили. Одно из нововведений этого года – льготы для участников СВО и их ближайших родственников. Эта категория граждан отныне освобождена от выплаты имущественного налога на период 22 и 23 годов. По-прежнему действуют льготы для пенсионеров и многодетных семей. Сама процедура оплаты и отслеживания собственных налогов стала проще. Теперь для создания личного кабинета не обязательно приходить в налоговую инспекцию, как это было ранее. Достаточно заглянуть в приложение госуслуг, все данные привязаны к вашему аккаунту. Но есть нюансы. Как заплатить налоги за себя и других членов семьи? И что будет с неплательщиками? Обо всем по порядку расскажет Диляра Юсупова. Заходим с паролем, с логином, паролем в личный кабинет. Здесь сразу все видно. Вот налоги, какими оплатить налоги. Тем, кто открыл личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы, уведомления об оплате по почте больше не придут. Сумма платежа и сколько дней есть в запасе, чтобы успеть оплатить, высветится сразу на главной странице. Там же можете и оплатить налог без комиссии. Выход в личные данные не только из собственной квартиры, но и из самой инспекции. В зале почти пусто. Зачем тратить время, если можно не тратить? У меня налоги, то есть имущество, земельный налог, там транспортный налог, ну все вот как везде все. Тут же сразу можно было увидеть уведомление, которое мне налоговый орган прислал, и благодаря этому, в общем, я оплатила уже и налоги, не дожидаясь 2 декабря. У нас появилась возможность получать налоговое уведомление через портал государственных и муниципальных услуг. Для того, чтобы получить налоговое уведомление через портал госуслуг, нужно об этом заявить, то есть направить в налоговую инспекцию согласие. Это делается через портал госуслуг. Они выгружаются только после вот этого согласия налогоплательщика. Налоговое уведомление не формируется, если в нем меньше 300 рублей. Извещение отправят, когда отчисление превысит эту сумму или через 3 года. Но пенсионеры привыкли по старинке прийти лично. Мне не надо это. А вот вам неудобно? Да, мне не надо. Мне легче сюда раз в год прийти и все. Так что я вполне доволен. Все получил. Сейчас проверю, заплачу. Надежнее вроде как ногами сюда прийти за квитанцией. Я сразу оплачиваю. А вы создавали вообще личный кабинет? Сейчас создам, потому что это ко всему в нашем возрасте медленно приходим. Уведомления не придут и тем, у кого есть льготы, а именно те, кто освобожден от налога на имущество. Это по-прежнему пенсионеры, предпенсионеры, многодетные семьи, а еще на этот раз участники СВО и их ближайшие родственники. Участники СВО и члены их семей, родители, супруги, дети освобождены от уплаты налога на имущество на один объект каждого вида. То есть, например, если участник СВО имеет в собственности одну квартиру, один дом, один гараж, одно машиноместо, за каждый объект определенного вида он будет иметь льготу. Льгота распространяется за прошлые налоговые периоды, за 2022 год и за 2023 год. Опять же, эта льгота предоставляется в проактивном порядке, без заявления. То есть членам семьи не нужно обращаться в налоговую инспекцию, все это происходит автоматически. Также в будущем льготниками станут обладатели знака ГТО, прошедшие диспансеризацию. Еще есть изменения. Так называемый налог на богатых. Это НДФЛ, рассчитанный по повышенной ставке 15%, если доходы за год превысили 5 миллионов рублей. За 2023 год его должны заплатить около 8 тысяч человек. Придется заплатить и налог на электромобили, но это только в будущем. С 2024 года соответствующий закон принят. Электромобили, льготируются по транспортному налогу. То есть пока еще налог нужно будет оплатить, да, в 2025 году, те, кто владеет, да, их, по-моему, сегодня около 900 автомобилей, да, у нас? Около 900 автомобилей, которые будут льготироваться на следующий год. Отдельной строкой налог на доход по вкладам придется заплатить тем, кто заработал на банковских депозитах больше 150 тысяч рублей в год. Это касается и пенсионеров.
Для примера, в прошлом году максимальная ставка Банка России была 15%, значит, необлагаемая сумма дохода составила 15% от 1 миллиона рублей или 150 тысяч рублей. То есть, если проценты по всем вкладам за 2023 год меньше 150 тысяч, то налог не начислят, а если больше, то только на доход сверх этих 150 тысяч рублей. Если, допустим, наш гражданин получил доход по вкладу в банке 200 тысяч рублей, 150 тысяч рублей льготируется, а с 50 тысяч, значит, по ставке 13% исчисляется налог, и, значит, сумма к уплате налога составит 6500 рублей. Достаточно просто, удобно. Я думаю, если какие-то вопросы есть, любой гражданин может в первую очередь обратиться в кредитное учреждение, где у него есть вклад, и уточнить данные. Лично я давно не была в своем личном кабинете, поэтому давайте попробуем проверить, есть ли у меня налоговые задолженности. Вот мы сейчас находимся внутри вашего личного кабинета. Диляра, я вам вот уже, видите, на главной странице у вас есть сумма налога к уплате. Вы можете проверить все свои объекты, которые у вас в собственности. Они у вас как бы на сегодняшний день не сняты с учета, верно? Нет. На сегодня татарстанцы уже оплатили почти половину начисленной в этом году суммы. При этом есть злостные должники. Неплательщиками ФНС числятся 237 тысяч жителей Татарстана. Они задолжали около 1 миллиарда рублей имущественных налогов. Тенденция у нас очень хорошая. Могу сказать, что только за год, значит, сократилось должников на 300 тысяч человек. Это очень большая цифра. Исходя из того, что у нас налогоплательщиков в Татарстане 2 миллиона 412 тысяч, количество должников, хотя и достаточно большое, но в основном наше население, наши налогоплательщики Татарстана очень законопослушны. Отчитываться в налоговой самому нужно тем, кто сдает в аренду квартиру или дачу, кто продал автомобиль, которым владел меньше 3 лет, или квартиру, дом, участок, если они были в собственности менее 3 или 5 лет. Не надо подавать декларацию и платить налог, если вы продали квартиру или земельный участок меньше, чем за 1 миллион, а гараж или машина место дешевле 250 тысяч. Впрочем, осталось совсем немного времени. Помните о пени и штрафах, если просрочить платеж. Имейте в виду, что теперь заплатить налоги в Татарстане можно не только за себя, но и за другого человека. При этом для этого не нужно ни паспорта, ни доверенности от того, за кого платят. Диляра Исупова, Роман Безменов, Андрей Ключников. 7 дней.